Приветствую вас, друзья. Вы смотрите очередной выпуск подкаста «Это вам не вышки таскать». Я Михаил Сергелей. Я Иван Свяченко. Здравствуй, Михаил. Привет, Иван. Рад тебя видеть и рад тому, что в очередной раз в Камрате прокомментируем. Наши политические события. Да, постараемся со здравым смыслом, честно и с долей иронии. Посмотрим, как получится. Давай по традиции сразу, что называется, с места в карьер. Не будем объявлять, что у нас сегодня будет. По ходу, скажем, наши зрители все и узнают. Начнем мы, конечно, наверное, с главной новости сегодняшнего дня. Во всяком случае, для Юга Республики Молдова и для Гагаузской автономии в частности. Это приезд президента Майя Санду в Камрат. Не испугалась президент. То, что любят некоторые ваши политики, да. говорят, что вот президент боится переезжать в Камрат. Как-то странно звучит. Давай вот это мы посвятим, прямо отдельно проговорим это. Кто боится, кто не боится, куда делись бабушки, куда делись протестующие. А нет протестов, да? Кстати, нету. И самые ярые противники того, чтобы сюда приездил президент, как-то забились под лавку и вообще не видны, по большому счету. Как финансирование приостановилось. Лип-тип-тип, как Да, и проблемка рассосалась. сама по себе. Сама по себе, да. Прыщ рассосался, понимаешь? Давай скажем, в связи с чем приезжал президент в Камрат. Президент Майя Санду приезжала в Камрат по случаю празднования 35-й годовщины с момента образования или создания Камратского государственного университета. Есть такое учебное заведение на юге Республики Молдова. Знаю, Михаил. В Камрате, да. Да. Которое, кстати, не объединили ни с каким другим университетом. И не собираются даже. И не собираются, да. Вот Тараклийский стал филиалом Русинского университета в Болгарии, Кагульский стал филиалом Технического университета Молдовы, а Камратский госуниверситет как был Камратским госуниверситетом, так и остался. Это, правда, не очень ему помогает выполнять, с моей точки зрения, главную миссию. И по этому поводу, кстати, высказалась президент Республики Молдова в своем обращении. 8-минутную речь она зачитала со сцены Камратского дома культуры. Зал был полон, нужно отметить. Есть фотографии, по-моему, у нас, если наши коллеги из режиссерской найдут, могут дать парочку фотографий для того, чтобы передать атмосферу этого мероприятия. И обратила внимание, опять же, в очередной раз, как она это делает всегда, когда приезжает в Камрат, и когда она говорит о гагаузской автономии, о необходимости сохранить самобытность гагаузского народа, язык и культуру. И по случаю, пользуясь, что называется, случаями, возможностью, обратила внимание, что главной задачей Камратского госуниверситета должно стать именно сохранение гагаузского языка и гагаузской культуры. Что вот под угрозой. Гагаузский язык. Да. И Камратский государственный университет, признаться честно, как-то не очень этому содействует. А почему вот, Михаил, ты в этой кухне варишься, прям, скажем, теснее, чем я? Я бы даже В чем я проблема? выпускник Камратского госуниверситета. Угу. Да. В чем проблема? На самом деле, я не знаю, в чем проблема. Я не понимаю, почему Камратский государственный университет не видит, что называется, что называется, судьбой предначертано, да, то есть, и он действительно должен стать центром не просто сохранения и развития, скажем так, гагаузской культуры и гагаузского языка, он также должен и был, с моей точки зрения, стать, у него еще есть такая возможность, должен стать центром изучения, гагаузской истории, восстановления исторической памяти гагаузов. Это одно направление, в котором должен, и с моей точки зрения, просто обязан работать Камратский государственный университет. Другое направление, в котором должен и обязан работать Камратский государственный университет, это изучение вопросов автономизма. То есть, есть автономия, да? Есть все карты в руки. Да, есть особый правовой статус. Вот ты как в свое время говорил, когда я у тебя был на интервью в нонфикшене, и ты здесь уже в этом формате тоже неоднократно проговаривал, что для тебя гагаузская автономия — это вот еда, колорит, да, это визитная карточка гагаузской автономии, которую нужно каким-то образом этот бриллиант, не обтесанный, да, или как он называется, да, неограненный бриллиант взять его, придать огранку ему, да, и, грубо говоря, продвигать его. Чем, в принципе, не занимаются ни региональные власти, ни Камратский государственный университет. В Камратском государственном университете основные, там 3 факультета, давай так. Это юридический факультет, экономический факультет и факультет нацкультуры. Факультет нацкультуры там в основном педагогические специальности,
Есть специальность, связанная с социальной защитой, юридический факультет, там в основном юридические специальности, юристы в таком направлении, гражданское право, публичное право и что-то там еще какое-то и другое право. Ну, экономический факультет, там два направления, финансовая экономика. Но есть и, казалось бы, да, гагаузский язык, казалось бы, должен был иметь целый отдельный факультет, мне кажется, да, где должны выпускать историков гагаузского, по вопросу гагаузской истории, да, преподавателей гагаузского языка, филологов гагаузского языка. И тут как бы работа непочатый край. Но в Камрадском государственном университете существует всего лишь навсего одна кафедра гагаузского языка, педагогики гагаузского языка, и, по-моему, ни одной группы, если я не ошибаюсь. То есть она, получается, филология гагаузского языка Гагаузии не особо нужна. Не особо нужна, да. Ага. Печально. Там он, конечно, служит таким, как и весь Камрадский государственный университет в целом, служит именно для большого количества педагогов, там, для повышения квалификации, ну, не столько квалификации, сколько получения, скажем так, повышения своего образования. Ну, получить, грубо говоря, корочку. У кого-то там, как кто-то закончил в советское время, чтобы получить мастерат, допустим, да? Мгм. Или кто-то закончил педагогическую специальность в техникуме или в колледже, допустим, лет 20 назад. И хочет получить высшее образование. Ну, он в Камрадском государственном университете получает его на заочном отделении или что-то вроде этого. Ну, как бы вот очень многие так рассматривают и используют Камрадский государственный университет. Но если говорить о вот этих вот фундаментальных вещах, которые, скажем, должны лечь в основу деятельности Камрадского государственного университета, я этого там не вижу. И я очень как бы согласен с президентом. Я это расшифровываю так, как бы такое послание. Ребят, вы должны заниматься тем, чем нужно, а не вот этой вот ерундой, которой вы занимаетесь. Ну, собственно, в этом смысл, как мне представляется, при взгляде моем из Кишинева. Ну, не только твоем, как Ну, оказалось. окей. Как бы в этом-то состоит смысл и существования гагаузской автономии, и продвижения гагаузской культуры. И где же еще этим заниматься, как не в научном центре? Ну, есть отдельный научный центр, Ага. который, по сути, был замешан в распределении шоровских денег. А. Начальница научного центра просидела, по-моему, под арестом где-то под месяц, если не ошибаюсь, в Бельцах. Да, но сам научный центр... Веселые у вас тут научные Сам научный центры. центр и музей при этом научном центре, директор этого музея, просто их поймал антикоррупционный центр за распределением шоровских бабок. Представляешь себе, да? Это прачечное Да. Министерство культуры. Просто, понимаешь, Михаил, мне кажется, что Гагаузленд, он не является объектом, достойным Гагаузии. Ну, вообще не является. Это не совсем культурный символ наличия вот этих бэушных батутов, Да. Полностью согласен. построенных на уворованные деньги. Так он и не стал. Его пытались сделать визитной карточкой не только Гагаузии, но и такой заманухой для всей остальной Молдовы. Смотрите, будете хорошо себя вести, будете голосовать за правильные политические партии, у вас тоже будет такой Гагаузиленд. Ну, по сути, он пытался воспроизвести, сдублировать то же самое, что он сделал у себя в Архейленде. Но получилось коряво, да? Ну, по сути, из говна и палок, извините за выражение. Да? Бедненько. Бедненько, очень бедненько. Но, возвращаясь к Камрадскому государственному университету, да, Камрадский государственный университет, с моей точки зрения, должен переосмыслить суть своего существования. И все это лежит на поверхности, по большому счету, да. Вот тебе гагаузский язык, вот тебе гагаузская культура, вот тебе гагаузское историческое наследие, да. Ну, чтобы ты понимал, Иван, сегодня о происхождении гагаузов существует 19 теорий, 21, если я не ошибаюсь. До сих пор не пришли к единому выводу, откуда произошли гагаузы. И мне кажется, за 35 лет Камрадский государственный университет уже, должен был дать ответ на этот вопрос. Не знаю, там, формировать экспедиции, развить целое направление. Кстати, ректор Камрадского государственного университета историк по образованию, доктор истории, понимаешь? Не просто так, типа. Учился, наверное, он не в Камрадском университете. Нет, он учился в Кишиневе, естественно. Ну, не знаю, оптимизм стоит испытывать, по-твоему? Я не могу сказать. Если будет продолжаться все так, как оно есть, а с моей точки зрения нынешнее руководство Камрадского государственного университета не способно решать эти задачи, то я боюсь, что ничего не изменится. Мгм. Защита языка, находящегося под угрозой исчезновения, волнует Кишинев, а Камрад не особо. Камрад не особо волнует.
Как так? Я вот это шизофрения же немножко. Это полная шизофрения, на самом деле. Вообще полное непонимание роли и сути гагаузской автономии. И ты вроде как бы ожидаешь его от, значит, ну, научной среды, вроде как бы там, да, Это элит. элит, да, ну, как бы там его тоже нет. Его вообще там нет, по большому счету. И, кстати, недавно была статистика, я, правда, не нашел этого на сайте переписи, значит, преподаватель Камрадского государственного университета обратил внимание на то, что Виталий Кирчу обратил внимание на то, что у гагауз, среди гагаузов самый низкий уровень высшего образования, 14% всего лишь на всего населения, Мгм. да. Это одна из самых малообразованных с точки зрения высшего образования, и как бы, да, повторяюсь, важно оговориться, да, среди всех этнических групп Республики Молдова на предпоследнем месте гагаузская автономия. Гагаузы как этническая группа. И Камрадский государственный университет существует 35 лет. Как-то не очень способствовал этому, нет? Бог его знает. И точно есть куда стремиться. Есть куда... А то я же постоянно вот слышу, Михаил, как гагаузскую автономию якобы унижают, обделяют, как-то дискриминируют. А вот непаханное поле, казалось бы, Казалось бы, да. То есть, еще раз, не экономический факультет. Но экономика, конечно, важна и так далее. Там, про, наверное, значит, есть и Академия экономических знаний у нас. есть. И, кстати, выпускает Да, специалистов экономистов не там, похуже. там делают. Да, да. Но если посмотреть на, что называется, destiny, да, судьбу, предназначение этого Камрадского государственного университета, оно лежит на поверхности. Это гагаузский язык, гагаузская культура, это историческая память гагаузов, да, и изучение вопросов автономизма, да, то есть как бы в Республике Молдова нужны специалисты, понимающие, что такое, что такое автономия, что такое территориальная автономия, с чем ее едят, как ее продвигают, как ее развивают, и гагаузская автономия могла бы стать хорошим, имеется в виду Камрадский госуниверситет, мог бы стать хорошим центром научным именно для этого, Это да. очень интересный вопрос. Тут есть, во-первых, живой материал, Да. а вообще смысл автономии мне всегда было любопытно изучать. Я знаю, что ты по итальянскому северу, как это называется? Южный Тироль. Южный Тирол спец. Вот я спец по Аландским островам. Мгм. Шведская... Мгм. как, э, Шведско-финская. Шведско-финская. Это часть Финляндии, но Да, да. И это очень интересно для политических вопросов, и для знания как одного отдельного направления политологии и вообще с точки зрения социальных наук. Как люди умудряются мирно существовать в условиях политических автономий, культурных автономий и решать какие-то, может быть, застарелые исторические конфликты нормальным путем, разговаривая друг с другом, и в плюс получать выгоду. Ну, выгоду вообще, ну, в смысле, выгоду для сообщества. Да. Не для себя там Не, отдельно на для, карман, для да? всего А для всего нормального. сообщества, да, конечно. Вот, ну, я не знаю, я неоднократно говорил, как мне представляется, какие деньги может сделать Гагаузия и себе, и стране на туризме. Вот это вот неоспоримые преимущества во всем континенте. Потому что нету других гагаузов, нету другой Гагаузии в этом мире. И окей, да, это не конкуренция Лондону, не конкуренция Парижу. Ну, нет, Но конечно. люди были уже и в Лондоне, и в Париже, Париже, да. и они могут задуматься, а чего бы нам не вот повидать, что это такое странное, такое неизвестное, необычное. Ну, для того, чтобы А это... нет, вот в Гагаузленд там не заманишь. Для того, чтобы показать, нужно сохранить. Конечно, И на- конечно, конечно И нужно. нужно это все, мало того, что сохранить, это нужно развить, придать этому всему огранку какую-то, да. Но отношение такое, да зачем это вообще нужно все? То есть все это как бы уже списали, понимаешь? Вот такое ощущение, что списали. Вон там и руководство списало, и политики списали, и университет списал, да, который должен был стать научным центром, и научным центром, где изучаются именно эти вопросы. Понимаешь? Чем же заняты ваши политики? Ну, мы же это, по-моему, комментируем уже на протяжении там, 3-й сезон в этом. Э, Коррупционным лаем, вот, Ну, да, вот, да. если так, не А, все, наверное, но какое-то Ну, подавляющее большинство. Да, занято тем, чтобы продать себя подороже. Москве, одной башне, второй башне, Шору, Дадону, неважно, да. Вот чем занято. И это, к сожалению, это удручает.
И что же политики, да? То есть мы же неоднократно здесь обсуждали, помнишь протесты в Кангазе? Майя Санду приезжала Мгм. открывать линию электропередач, ну, запускать работу. Там протест был. Потом в Камрадский госуниверситет она тоже приезжала, протест был. А сейчас нет протестов. Все забились под лавку. Михаил Влах там у себя что-то на странице опубликовал, ругается в соцсетях. Гуцул пишет поздравления из тюрьмы для Камрадского госуниверситета. А Илья Узун даже не вышел из своего кабинета Застеснялся. и записал видео оттуда. М. Застеснялся, Печаль. испугался. Не, ну почему? Если нет денег, то нет протестов. Никто не дестабилизирует ситуацию, никто Если не... все так очевидно и все так дешево. Что так банально, нет? Нет ножек, нет сапожек. Вот. Ну вот, как А вы же оказалось... такие пылкие защитники Шора, что вот на халяву рот раскрыть и не получается. Вот заплатили только на то, чтобы записать видео из кабинета. Все. Мгм, мгм. Да. Не мне, конечно, вам говорить, что нужно делать что-то с вашими элитами, но, кажется, проблемка назрела. Конечно. Как, прыщ созрел, нужно выдавить. А Будет. вот оздоровление потом наступит? Ну, если прижечь, прописать правильную терапию, наступит. М. Правда, нужно написать, в смысле, подобрать правильное лечение. И тут без Кишинева я должен сказать, и это совершенно очевидно, мне кажется, так же, как очевидно, чем должен заниматься Камбарский государственный университет, здесь также очевидно, что Кишинев должен оздоровить ситуацию. Ну, А вот во-первых, что делать, на твой взгляд? ну, первое это, значит, освободить Гагаузию от денег Москвы, то есть обрезать каналы финансирования, очистить Гагаузию от российского влияния настолько, насколько это можно, обеспечить в Гагаузии условия для честных и свободных выборов. Без этого невозможно будет оздоровить политический класс и народное собрание, в частности. Пересмотреть избирательную систему на выборах в народное собрание. Обязательно. Потому В какую что... сторону? Ну, смотри, я думаю, что она должна быть пропорциональной. Объясню почему. Потому что не все группы, проживающие в Гагаузской автономии, представлены в народном собрании. Ну, допустим, гагаузы, ну, элиты гагаузских, да, так называемые, да, постоянно жалуются и требуют того, что вот гагаузам должны дать 5 мест в парламенте. И даже без этих самых пресловутых 5 мест в парламенте, что не обосновано, с моей точки зрения, необоснованное требование, тем не менее у нас есть этнические гагаузы в парламенте. И их всегда там от 3 до 5 человек. В разные времена было, да, от 3 до 5. А покажите мне хотя бы одного этнического молдавана в народном собрании. Мгм. Кто-то скажет, что это не важно. Ну, извините, как так? Значит, гагаузская идентичность важна, и представительство гагаузов в молдавском национальном государственном парламенте важно. А что? Молдаване тоже проживают в гагаузской автономии. Там есть хотя бы один молдаван в народном собрании? Может, есть, я просто не Может, знаю. есть румын какой-то? Ну, с румынскими паспортами там есть, это однозначно, если мы это берем за основу. Они же, да, журамын-то, понимаешь, давали. А болгары есть? А вот что насчет сокращения, Михаил? Я помню, что как-то ты... Да, вот следующий вопрос — это изменение, переход на пропорциональную систему для того, чтобы обеспечить, ну, максимально возможное представительство всех групп. Мгм. По идеологическим взглядам, по этническим взглядам и так далее. Ну, допустим, все говорят, вот за Майю Санду и за европейский курс голосуют всего лишь навсего 3%. Ну окей, давайте сделаем так, чтобы эти 3% были кем-то представлены в Народном собрании. Они кем-то сейчас представлены, они же никем не представлены. Есть хотя бы один депутат Народного собрания, который активно и яростно выступает за европейскую интеграцию. Так же, как и, допустим, там яростно и активно есть те, кто призывает, говорит, что вот мы будем встречать русских 3К. Вот я хочу, чтобы там был депутат, который будет говорить, что нет, мы будем встречать Брюссель с 3К. Мы не будем встречать Москву с 3К, а будем встречать Брюссель с 3К. И я хочу, чтобы там был депутат, который бы говорит, нет, мы будем встречать Бухарест с 3К. А почему нет? Каждой твари по паре, нет? Ну, не знаю насчет тварей и их пар, но мне вот это все со своей колокольни видится в таком ключе, Михаил. Мгм. Кто, если не ты? Я. Да, ну как-то... Ну, ты сейчас уже присоединяешься к партии Дамны Марии
которая звонит нам в Мешки Плюс из Италии, да? То есть как бы уже все? Пора? Я не знаю, как бы я тебя, знаешь, в политику не подталкиваю. Дело-то такое. Но вот смог бы ты отстаивать евроинтеграцию Я? в этом региональном Ну, если я собрании? ее здесь Я отстаиваю, думаю, то да. я бы мог ее отстаивать где угодно. То есть, как бы, да, но это мне это не является предметом нашей сегодняшней дискуссии, Хорошо, да. да. То есть не собираюсь. Ну, как бы в Башкана еще можно подумать, а вот, ну зачем? Это несерьезно. ну ладно. Сейчас появятся заголовки. Михаил Сергеевич будет участвовать в выборах Башкана. Обделал все это народное собрание, смешал с грязью. Конечно. А что, нет? Так если оно само себя смешало, Иван, это ж несерьезно. Ну, давай дальше. Да. Значит, давай вот еще что проговорим, да. Зато вот Михаил Влах и Ваня Паня создают новую гражданскую платформу «Наша автономия». Вот Михаил Влах, который на митинги ходит, он создает нашу автономию. Наша главная цель, говорит, защита Башкана, прав и полномочий, закрепленных особым правовым статусом от Гагаузии. Это также защита прав и свобод жителей Гагаузской автономии, сохранение наших традиций и современных ценностей, православных духовных основ буджакской земли. В приоритете, конечно, также остается защита нашей молдавской государственности. А? Как тебе? Ну, много объединил в одном спиче. Слишком много на себя берет, нет? Я не знаю, может, человек разносторонний, талантливый. Я вот помню, что он дрянь пил из бочечки. Господина Константинова, да. А тут вот и политикой занялся, и просто журналист. Он же еще журналист, да, насколько я помню? Дипломированный. Мы с тобой нет? А он... Нет. Кстати, он дипломирован Камрадским государственным университетом. А? Смотри, каких специалистов выпускает Камрадский государственный университет. А? Не то что. Нет, не то что. Давай вот Для отсюда... чего они хотят вот это, какая-то гражданская платформа? Это для чего это? Ну, я думаю, что... Вот эти, как называется, стимулирование деятельности. Ну, это кошачье дерьмо в собачьем, знаешь, такое, как бы, и обернуть его в какую-то обертку для того, чтобы не отличить, что это, как бы, ну, по сути, те же яйца, только... Те же шоровские яйца, только вид сбоку, понимаешь? Чтобы товарищи с Шором связаны непосредственно. Ну, естественно, конечно. Вряд ли там концы были обрублены. Не-не-не, там все сплетено так, что не разрубишь топором, понимаешь? Вот теперь пытаются создать какую-то, имитируют деятельность, наверное, новый проект, под который нужно привлекать дополнительные деньги, имитировать бурную политическую и гражданскую деятельность. Но тут, понимаешь, что интересно? Вот за этой новостью про создание этой нашей платформы, так называемой «Наша автономия», следует другая новость, которую мы сегодня должны обсудить. Да? Это агрессивные попы в селе Дереню. И это же вроде тоже как бы, да, там про православные духовные основы, да, то есть как бы спор вот этот вот за приход в селе Дереню, да, и как все это там было организовано, да, то есть давай, мы, по-моему, в прошлом выпуске это проговаривали. Там еще в 2000, дай бог памяти, 2017 году этот приход принял решение, то есть, грубо говоря, настоятель этого прихода вместе с паствой принял решение перейти в Бессарабскую митрополию, на что они имеют полное право, потому что как бы, значит, все устроено в церкви так. Есть приход это отдельная паства, они самостоятельно решают, у них своя хозяйственная деятельность, и они самостоятельно принимают вопросы, в том числе вплоть до того, чтобы кому относиться. Не знаю, православная церковь Бухареста, православная церковь Москвы, православная церковь Константинополя, да, то есть Вселенского патриарха. Они принимают для себя это решение. И вот они в 2017 году приняли это решение. Но после этого начались процессы, да, то есть давление, они обратились в суд, значит, священники Молдавской митрополии пришли просто-напросто, нарушив закон, лишили их этого права, да, то есть взяли эту церковь силой, и вот есть решение Высшей судебной палаты, которое признает право, значит, настоятеля, который решил перейти в Бессарабскую митрополию. И что мы видим? Цирк. Ну, это рейдерский захват, Вань. Ну, можно и так, да. Ну, это рейдерский захват. Попытки беспорядков и
весьма агрессивное поведение защитников этих традиционных ценностей. Ценностей. И вот у меня возникает вопрос к этой нашей автономии. Это за такие традиционные ценности мы выступаем? Это же беспредел, понимаешь? То есть люди приняли решение, у них есть право на свободу собраний, у них есть право на ассоциацию. Они ассоциировались в вот эту общину, которая ходит в этот приход в селе Деренил. Церковь не принадлежит молдавской митрополии, церковь принадлежит государству, потому что, насколько я понимаю, это памятник культуры или архитектуры, да? И у церкви есть договор с, значит, Министерством культуры на аренду на 50 лет. И они решили с этим приходом уйти в Бессарабскую митрополию. Чего же вы приходите и нарушаете их права? Это же нарушение их прав. Есть суд, есть государство, которое гарантирует эти права, конституция, которая гарантирует эти права. И архиепископ Петру Мустяцы, по-моему, да, его фамилия в миру, да, приходит и нарушает это право. Такой спорный священник. И еще и примар в этом участвует, понимаешь, который мобилизовал 150 человек, большинство из которых не из этого села. Такие тетушки на религиозной почве. Вот. Тетушки на религиозной почве. И это, кстати, в том числе и затрагивает вопрос административно-территориальной реформы, а почему у нас примар позволяет себе вести себя таким образом? Ну что, превратил это село в свою феодальную вотчину или что происходит? Там, кстати, меньше 1000 человек. Вчера у меня была госпожа Диана Киряк, советница премьер-министра по вопросам местного публичного управления, с которой мы общались по поводу административно-территориальной реформы. И она мне сказала такую цифру, которая меня шокировала. 62% примарий в Республике Молдова не соответствуют нормативу. Норматив — это 1500 жителей на мэрию. Да. То есть для того, чтобы в административно-территориальной единице была создана своя... То есть для того, чтобы была сформирована административно-территориальная единица со своей примарией, там должно быть проживать как минимум 1500 человек. 62% административно-территориальных единиц первого уровня, то есть примарий, не соответствует этому нормативу. Ты можешь такое представить? То есть у нас 898, будем считать, 900 примарий, и мы 600 2/3 можем сразу вот как бы раз и... объединять, да, какие-то. Я бы объединил. И у этих, считаю, у них примар, соответственно, у него свое здание, машина, не знаю, там, секретарь совета, совет и так далее. Представляешь, какое огромное... Я тебе даже... Бессмысленная кормушка. Абсолютно. Ну, конечно же, сейчас Калм со мной не согласится. Скажут, что наезжают на местную автономию. И уничтожают. Принижают. Да. Ну, конечно, когда бессмысленность становится настолько очевидной. Ну, у меня вопрос к Калму. То есть, как бы, и у меня хорошие отношения и с Виарелом Фурдуем, и с людьми из Калма. А вот как вам поведение примара в селе Деренел, да? Оно соответствует высокому моральному облику примара, который, согласно опросам, и этим очень любят тыкать, козырять, или, скажем так, это очень любят предъявлять в Калме, да, что местные органы власти пользуются наивысшим доверием, согласно опросов общественного мнения. Я не верю этим опросам. Не веришь, да? Нет. Почему? Потому что я живу в Кишиневе, Михаил. Ага. Смотрю на местную власть. И как-то нет, не верю. Не веришь, да? Не. А Калм говорит, что это местная демократия. Нет, я считаю, что... более того, на первом месте церковь по доверию. Больше... Это да, это есть такой парадокс молдавских социологов уже много лет. Ты считаешь, это парадокс? Конечно. У нас страна абсолютно нерелигиозная. Так откуда такие цифры? Не знаю. Вот это парадоксы. Ну, я сейчас не склонен обвинять, скажем так, наших социологов в том, что они подтасовывают. Нет, это они не подтасовывают. Это абсолютно разные социологические исследования. От социалистов до американцев. Они показывают одну и ту же температуру. И это феномен, который мне совершенно непонятен. Он мне тоже непонятен. И вот это вот... Религиозных людей 15%. Вот это паства в нашей православной почти на 100% стране, вот 15% людей, куда они ходят регулярно в церковь. Все остальные нет. Это как называется, воцерковленные или практикующие? И так, и сяк. Там, не знаю, какая градация. Нужно каждый день ходить в церковь, можно раз в неделю ходить в церковь. Да. Ну вот паства у молдавской митрополии и бессарабской митрополии 15% населения нашей страны. Точка. То есть они делят вот эти 15 населения? Да. А все остальные нет, они в церковь не ходят.
Они ходят только на кладбище на маленькую Пасху, на Ходят Радовицу. на Пасху осветить яичко. Да. И на этом, собственно, религиозная Практика заканчивается. закончена. А авторитет по всем этим исследованиям у попов какой-то вот... Запредельный. Да. И у Да с примаров. какого перепугу это? И у примаров тоже, кстати, да. И ты не понимаешь, почему. И ты видишь на вот этот вот, на то, что происходит в селе Деренев, где замешаны фактически в нарушении конституционных прав этой общины, этой паствы, да, которая решила перейти в Бессарабскую митрополию. Еще раз, тут нарушается их конституционное право на свободу собраний, нарушается их конституционное право на свободу ассоциаций. Вот они собрались и решили, что они уходят в Бессарабскую митрополию. Они имеют на это право с точки зрения закона. Так работает, работают хозяйственные отношения внутри Русской Православной Церкви Молдавского Патриархата. Также они работают в Румынской Православной Церкви Бессарабской митрополии. Да? Да, Молдавской Православной Церкви Русского Патриархата с одной стороны и в Бессарабской митрополии Румынской Православной Церкви. Одинаково работают. Люди в церкви, в приходе приняли решение, что они идут туда, значит, они уходят туда. И это их право. И не имеет права ни архиепископ, ни примар нарушать и приходить рейдерским захватом заниматься, захватывать эту церковь и не давать возможность этой пастве, этому священнику выполнять свои религиозные обряды в этой церкви. Мне кажется, тут попахивает уголовным делом, по большому счету. И нужно сказать, что примара таки задержали на 172 часа с его адвокатом. Примар у нас социалистический. Социалистический, да. Что-то в этом есть, помимо религиозного, еще и политическое. Я тебе даже больше скажу, что там есть даже и коррупционные. А коррупция, пардон, чья? Ну вот мы читали Кураев. Господина Кураева. Господин Кураев, да. да. Андрей Кураев, священник. Я так понимаю, что он сейчас в изгнании, да? То есть в эмиграции сейчас, да? Да, в Чехии, насколько я помню. В Чехии, да. Ну, один из самых известных либеральных, можно сказать так назвать, либеральных священников Русской Православной Церкви, который Я не критикует. называл его либеральным. Ты бы не называл его. Нет. Но он критикует. После того, как его официальных должностей Лишили, да. Когда он занимал должность, он не особо там критиковал, но это было давно. Это было давно. Да, а вот со времен появления патриарха Кирилла, одно время они в нормальных отношениях были, а потом рассорились. И вот господин Кураев как бы стал нормальным. Да. Что он пишет? Он, кстати, прокомментировал ситуацию вокруг прихода в селе Деренево 2 дня назад. Он хорошо разбирается в нашей кухне, он учился в Румынии и знает вообще, как устроена, вообще как церковь устроена. Да. А вот как именно в Молдове она устроена. Очень разбирается, да. И связи с Москвой хорошо знает. Да. Что он пишет? Я просто зачитываю, что пишет Андрей Кураев, да? Сей Петр, он пишет про этого архиепископа Унгенского и Неспаренского Петра Мустяца, да? Сей Петр — это епископ Днепра. Почему мы о нем говорим? Потому что пару дней назад, помните, да, он пришел в эту церковь, встал на колени перед полицейскими и начал там молиться, да? Что пишет Кураев про него? Сей Петр — это епископ непростой судьбы. Знаменит он тем, что не скрывал покупку этого сана. Пишет Кураев. Рассматривалось дело молдавского епископа, в данном случае он цитирует статью из «Московского комсомольца», датированной 2007 годом. Да? Рассматривалось дело молдавского епископа Неспаренского Петра Мустяца. В ноябре 2005 года внушительная делегация под руководством патриарха Алексея II, бывшего патриарха, да, отправилась в Молдавию, в Молдову, да, то есть как бы. В Молдове всего 3 епархии и, соответственно, 3 епископата. Решили рукоположить 4-го, того самого Петра. А молдавские епископы взбунтовались. Мол, вообще уйдем в румынскую церковь под румынского патриарха. Не нравился им нетрадиционный Петр. Приехали, сделали Петра епископом Неспаренским. Но после отъезда величественной делегации из Москвы взбунтовалась паства. 35 приходов из 39 все-таки ушли под румынского патриарха. Спустя же 1,5 года, после того, как Петр стал епископом, синодалы стали решать, что же делать с этим горе-иерархом. Синодалы, в смысле синод Русской Православной Церкви в Москве. И решили отправить его на исправление в монастырь. А в Молдову послать комиссию, которая должна расследовать подвиг Петра, подвиг в кавычках.
Поскольку времена демократические, ну, были тогда по меркам Русской Православной Церкви, это 2007 год, 2005, извините, да, то на заседание Синода пригласили самого Петра и огласили ему приговор. И вот тут епископ Петр по простоте душевной попросил слова. Ему дали высказаться. Но он задал только один вопрос. Повергшие членов Синода в онемение. А кто мне вернет 400 тысяч евро, которые я заплатил за епископскую хиротонию? Я надеюсь, я правильно ставлю ударение, Я да? не знаю таких слов. Ну как, слышала. У меня вопрос к этому самому... Я не утверждаю, я просто цитирую Андрея Кураева. И у меня вопрос к архиепископу Неспаренскому и Унгенскому, да, или Унгенскому и Неспаренскому Петру. Правда ли то, что пишет господин Кураев? Платил ли он 400 тысяч евро за свою епископскую хиротонию? Какая сложная карьера выстраивается у товарища. Да? И дорого ж. Ну так... И это, обрати внимание, 2005 год. Инвестиции окупились, как ты думаешь? Я боюсь с лихвой. Мгм. И, кстати, обрати внимание, это же церковь, которая не платит налогов, да? Ну да. Церковь не Ты облагается берешь налогом. деньги в тумбочке, В тумбочке, а да. кто туда? Господь Бог Господь Бог. кладет. Вот, пожалуйста. И вот наклал Господь Есть Бог. вопросы к этому господину Мустяцу, да? Архиепископу Неспаренскому и Унгенскому, или Унгенскому и Неспаренскому. Это как бы я не утверждаю, я просто зачитываю Андрея Кураева, и тут возникает вопрос, а правда ли, что пишет господин Кураев? Пусть этот самый Петр отреагирует. Так ли это, на Ну, самом деле? говоря про соцопросы, Мгм. у меня очень мало уважения к большинству представителей церкви. Потому что я человек верующий. Ну, ты же знаешь старый Видишь? принцип, да? В Бога верю, попам не верю. Нет, вот никакого, вот, не знаю, восприятия как людей, наставников. Коррумпон на коррумпоне, лицемер на лицемерие. А если еще это приправить каким-то мракобесием, помнишь эти пляски с минорой, Мгм. с тасканием миноры? Ну, это ж... А ЛГБТшный марш раз в год проходит, и вот эти люди с вращающимися глазами и пеной изо рта в квартале сбоку себя странно ведут. Да. А помнишь, протесты у нас были у особой категории населения, их где-то 3000 человек. Бюллетины — это грех. Бюллетины это... Да, было такое. 13 цифр, да, вот эти вот. Да. И они долго отказывались от... И вот там было найдено решение какое-то, вот они не получают этот идентификационный код. Ну, в общем, есть вопросы. Вот, кстати, про него продолжает писать Кураев, да, про Петра. Человек абсолютно безграмотный и мракобесный. Покровитель сектанта Чибрикина. Борьба со Чибрика. Это вот, да, Чибрика, это вот да? тот самый, Борьба со который штрих-кодами и прочее. Да, вот. с минорой. Да. Это вот та компашка. Вот. Прекрасные люди, правда? Духовные наставники. Ну вот. И вот у меня вопрос к этой нашей автономии. Вот вы такие традиционные православные ценности собираетесь защищать? Так спасибо, не надо. Мы как-то и без этих православных ценностей можем прожить. Там нормально ходить в церковь, молиться, ну, тот, кто хочет, да? Но без этого, это без нарушения прав, без нарушения конституционных прав, без того, чтобы отнимать у людей их право на собрание, право на ассоциацию. Конституционные права нужно защищать. И вот чем должны заниматься гражданские активисты и политики в Гагаузии. Они продвигать вот это вот мракобесие. Это мое мнение. Не согласятся они с тобой. Ну, я ж даже Не питаешь иллюзий. Я не питаю иллюзий. А, отщепенец. Да. Б, продался. Ну, естественно. Вот. Посмотрим, как будет дальше развиваться это событие. Опять же, я не... то есть в церковь не хожу. Но при этом выступаю за право людей на свободу собраний, б, свободу ассоциаций и право, значит, на эти самые культы и обряды, да, на религию. Вот если они решили уйти в Бессарабскую митрополию, это их право.
Это право им гарантирует Конституция, это право им гарантирует закон. И никакой архиепископ Петр, и никакой примар не имеют права лишать их этой возможности и ограничивать им это право. А они, кстати, ограничивают право этой пастве в этом селе Деренев, да, начиная с 2017 года, когда было принято это решение. И сегодня, кстати, есть уже решение суда. И они нарушают решение суда, по большому счету. Я помню еще вообще, когда у нас регистрировали Бессарабскую митрополию, как сторонники Там тоже было... московского Да. патриархата вопили и кричали, что, боже мой, если это будет сделано, Молдова прекратит существование. И там же, по-моему, Воронин запрещал регистрацию Да, Бессарабской да. митрополии. И они Дошло до ЕСПЧ. Да. И в СПЧ... Это вот позорняк бессмысленный. И через СПЧ они добились своего права Да. регистрации. И Регистрировались. ничего не случилось ни с Абсолютно государственностью, ни с Вообще. суверенитетом. Да. И там нужно напомнить, что забаррикадировался же там, после того, как это решение Высшей судебной палаты было оглашено, забаррикадировался священник Молдавской митрополии Московского патриархата с детьми, с женой, и там целую неделю пробыл. И все задаются вопросом, а как бы есть там удобство, есть ли где помыться, что они там ели, где они там спали все это время. Сложная жизнь у попов бывает. И мне кажется, здесь должны отреагировать, не знаю, там, защитники прав человека, детский адвокат, народный адвокат по правам ребенка. Много вопросов. Но я считаю, что да, тут должны высказаться правоохранительные органы, и пусть КАН как-то отреагирует на поведение примара из села Теренев, который организовал эту Они будут провокацию. заняты реформой. Будут, да? Да. Нет, отбиванием реформы, да, скорее всего. Окей, давай двигаться дальше. Новости из Приднестровья. Это новости прям. Прям вот новости, Михаил. Прям новости, да? Прекрасносельский наш, значит, собрал так называемый МИД ПМР, есть там такое, имитация бурной деятельности, да? Значит, и поставил перед ними задачу, это Игнатьев же там, да, вот этот вот их. Поставил перед ними задачу. Значит, 3 следующие задачи. Все делать для того, чтобы возобновить нормальные переговоры с Молдовой. Какие переговоры? Вырабатывать их повестку в интересах приднестровского народа. То есть, как бы, чтобы это самое так называемое ведомство вырабатывало повестку в интересах приднестровского народа. Не Кремля, а приднестровского народа. С этим сложности, вот вижу сложности. Видишь, да? У господина Игнатьева точно. Да. Содействовать успешному проведению миротворческих операций на Днестре. А зачем? А что там происходит? Миротворят. Миротворят, да? Есть необходимость, как бы. Республика Молдова давно отказалась деоккупировать Приднестровье военным путем. Никто этого делать не собирается, всегда это подчеркивается. Зачем это вообще? Как бы, к чему это все? 3-я задача. Защищать всех приднестровцев, независимо от того, где они оказались, от произвола. Я таки, да, считаю, что правильно приднестровцев нужно защищать прежде всего от этого режима, который... От произвола. От произвола. Да, тоже вот хорошая задача. Только плохо реализуемая. Это вот унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Тут вот нестыковочка. Тут как бы приднестровцев нужно защищать От произвола. Конечно, от Красносельского, От например. Красносельского. И от Игнатьева. От Игнатьева. Вот именно. Да, как там Харжана, по-моему, да, убили? Да. Да. Политик Олег Харжан. Политик Олег Харжан. До этого какого-то гражданского активиста. Смешной и никому не нужной какой-то псевдокоммунистической партии. Даже этого оказалось. Убили человека. Убили человека. Да. Что-то их там не устроило. Не знаю, не углублялся в тему. И это произвол. И вот от такого произвола нужно защищать жителей Левобережья. Также красносельские считают, что надо требовать от Молдовы правовой оценки событий 92 года, когда в так называемом ПМР, я просто цитирую, да, погибли более 800 человек, в основном мирные жители, говорит Красносельский. Странные цифры приводит господин Красносельский по той простой причине, что по сложившихся статистических данных по последствиях войны у нас около 1000 человек погибших с обоих берегов Днестра. Поэтому 800 жертв с
Левого берега непонятная цифра, и что значит в основном мирных жителей, тоже не очень понятно, но исторические мифы, конечно, в Тирасполе умеют создавать. Вот. Тем более есть у кого учиться. Есть, конечно, у кого учиться, на что бы я бы обратил внимание, Михаил, так это то, что прошло 30, сколько это уже, 5 лет? Меньше. 92-й? Ну, почти 35. Почти 30. 34. Да. И около 1000 погибших. И вот мы поощущаем последствия той войны. А совсем рядышком у нас в Украине сотни тысяч погибших. И вот это не может, на мой взгляд, не ужасать. Да, это на самом деле ужасает. Ужасает то, что существует еще политик, который сидит в Кремле, который готов просто вот так вот в топку уничтожать просто в промышленных масштабах людей. Понимаешь? Это что-то уму непостижимо. Это мышление, не знаю, там, 17-19 века. Просто ему как-то вообще все равно плевать. Это просто ужасает. Мы-то Господин Красносельский вот выражает интересы вот этого человека. Ну да. Господин Игнатьев, Да. со своей дипломатией хваленой, он выражает интересы вот этого человека. Да. По защите от произвола жителей Приднестровья. Да. Причем он забывает добавить, что, как бы, по сути, он-то и есть часть этого произвола. И он лицо этого произвола. Красносельский, в частности. И я бы вот согласился с господином Красносельским по поводу того, что надо таки Молдове уже в конце-то концов дать правовую оценку событиям 92 года. И скорректировать ее, потому что до сих пор непонятно, да, что там, как бы, как это оценивает государство Республика Молдова. Мы слышим разные интерпретации. То это гражданская война, то это конфликт на Днестре, то это конфликт между Тирасполем и Кишиневым, и непонятно что. Хотя на самом деле все очень просто. Это российско-молдавская война, где Россия в отношении Республики Молдова проявила себя как агрессор, начав войну и оккупировав этот регион. 11% территории Республики Молдова. И Россия начала эту войну, и это подтверждено документами, как решением Европейского суда по правам человека. И это же подтверждается, значит, договором о прекращении огня, который был подписан в Москве между президентом Снегуром и Борисом Ельциным. То есть это четко показывает на то, что это воевали... Кто потом договаривался? Да? Что? Кто же потом договаривался? Снегур Ельцин. Снегур Ельцин, да. Вот чьи подписи стоят? Снегур Ельцина. Нет там подписи Смирнова. Серов присутствовал, но как-то вот Но он не фигурировал. Не фигурирует там. И как бы если смотреть, то да, там сначала начинались так называемые, как это называется, милиция, не повстанцы, как они называли их, дружинники. Это был Объединенный совет трудовых коллективов ОСТК. Не, те, кто стрелял как бы с их стороны там. Ну, там были казачки, понятное дело. Казаки там были, да. Но как общий термин, как они называют, все равно всегда путаю, всегда забываю этот термин. Эти добровольцы на востоке Украины также их называли. Эти не повстанцы, а как они в русской терминологии в общем, не суть. Да, Да, не пойму. Да. Ну вот, и как оказалось, им-то оружие выдавали с тех самых складов частей бывшей советской армии, потом, которая как бы является частью, собственностью государства Республики Молдова, но Россия оккупировала эту территорию и удерживает контроль над этими военными базами и вооружением в том числе. А потом уже официально российская 14-я армия подключилась, которая должна была освободить территорию Приднестровья еще тогда, она подключилась к этой войне, и начали просто-напросто обстреливать позиции молдавской армии, которая на тот момент формировалась в таком ускоренном порядке. И это есть не что иное, как подтверждение того, что это была российская агрессия против Республики Молдова, это была война между Кишиневым и Москвой. Ровно так же, как сейчас воюет Киев с Москвой, Украина с Россией. Вернее, Россия начала эту агрессию. Ровно так же Россия начала эту агрессию в 92 году. И эта правовая оценка должна быть дана Молдовой через соответствующую декларацию и резолюцию парламента, чего до сих пор не происходит, к сожалению. И до сих пор там то ли это конфликт, то ли это гражданская война, что, с моей точки зрения, полный нонсенс. И да, я согласен с господином Красносельским. И наконец уже нужно признать эту территорию оккупированной российскими войсками, потому что она же оккупированная. И этот Красносельского
главу этой оккупационной администрации. Никак иначе, с моей точки зрения. Господин Красноселский такой импульс дал. Он сам не ожидал его, да? Ну да, да. Все же можно, и чтобы сбылось, и Да. произвол прекратить отношения людей. Я А- еще 5+2, помнишь, он там опять Да-да-да, что начал. типа Дадон предал 5+2, да, и разрушил или что сделал? Какие интересные подробности Мы биографии узнаем, да? Дадона. А тем не менее, между тем временем в Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 17 марта из-за последствий сокращения поставок газа. А прям вот 18 марта все будет хорошо. 18 марта еще раз продлят его. Ну, они надеются. Окей, надеются. Да, я, по-моему, никто уже не надеется ни на что. Просто при наличии российских войск и рычагов давления в Москве, из Москвы, не получается уже забыть, как страшный сон. Это бессмысленное псевдогосударственное образование. И попытаться начать строить жизнь более вменяемые. Ну да. А между чем мы видим еще одну такую новость, читаем еще одну новость из Приднестровья. Это, значит, в Приднестровском регионе ЗАГСы могут обязать регулярно передавать в военкоматы, да, сведения обо всех изменениях в личных данных мужчин. Сепаратистская администрация продвигала соответствующие поправки в местный их закон о всеобщей воинской обязанности и военной службе. Ну, мне кажется, запугивает немножко, нет? Из-за своих мужиков или кого? Нет, ну, Молдову, Кишинев А запугивает. Молдову? Типа, ну, смотрите, Типа, ребята, у нас если наша вы не боеспособность... да, если вы не а, не начнете закупать у нас опять электричество, если вы там не поможете нам разрешить экономический кризис, мы начнем мобилизацию. Или можем начать. Ну, я в этом так усматриваю, не знаю. Ну, знаешь, Может, я преувеличиваю? обещать не значит жениться. Я очень сомневаюсь, что мужское население левого берега Днестра жаждет как-то проявлять свою милитаристичность. Ну, мне кажется, это намек, что валить пора оттуда, нет? Да давно пора, конечно. В принципе-то люди оттуда уезжают. Ну, или И- прекращать этот произвол. И не только в какие-то дальние зарубежья, а вот в Днестр переезжают. Ну, да. И да, тоже не прям вот всенародное счастье здесь на правом берегу Днестра. Лучше. Да, Вот правда лучше. намного лучше. Вменяемее как-то. Ну, естественно. Я уже не говорю, что экономически эффективнее и все же побогаче. Ну, естественно, да. Все же да. Вот. Ну, Ну, давай к другим новостям. Плохотнюк отказался прийти в суд по делу о Кульке. сегодня мы его ждали. 11 Сегодня 11 Да. 11 Ждали господина Плохотнюка по делу о Кульке. Про разоблачение или подтверждение того, что нам и так, как людям, пользующимся логикой, известно и понятно. Ну, мне кажется, он боится говорить по этому поводу. Ну, понимаешь, нужно что-то сказать. Ну, смотри, там должны задать ему 4 вопроса. Лиза, как минимум несколько вопросов. Первый. На видео вы или не вы? Был ли там Дадон с Яраловым? Да? Да, нет. Второе. Передавали вы ему кулек? Да, нет. Третье. Что было в кульке? То есть он должен подтвердить подлинность этого видео, и он должен сказать, что было в кульке. Да? Это первое. Второе. Но самое интересное другое. Интересное то, что свидетели, которые по делу о кульке уже выступали, Господин Чеботарь, господин например. Чеботарь, то есть они дали показания, которые дают понять, что в принципе как бы видео подлинное, и в кульке были деньги. Как вся страна и так Знает. понимает это уже с 19 года. Сколько? 6 лет. 6 лет. Как? И даже сказал сумму. Господин Чеботарь, да. То есть как-то очень странно будет выглядеть, ну, во-первых, выглядит странным молчание Плохотнюка. Тогда возникает вопрос, что ж ты это видео сливал-то? Если ты не готов говорить по этому поводу и не готов давать показания. Чего ж ты его сливал? На эмоциях, как ты думаешь? Ну, вряд ли, да. да? А какую задачу он тогда слушает? У тебя есть какое-то понимание? Ставил перед собой, когда он сливал? Потому что он уже очевидно Ну, его сливал. смешать с грязью Дадона, да? уважаемого Игоря Николаевича, Мгм. который, собственно, знаешь ли... Вот президент страны в кабинете у
главы Паханата Да. берет бабло. Да. И тут нету никаких тройных толкований. Более Как того, бы ему политтехнологи не писали эти многословные, многоречистые объяснения, что он к Кульку не прикасался, и вы пойдите докажите, и какую-то прочую херню, которую он несет в разных вариациях под телекамеры, без телекамер, на встречах с избирателями. Бессмысленно все это делать. все и Потому так что в понятно. Кульке было бабло. Бабло. И И Кулек был... президент страны, Республики Молдова, президент тогдашний Игорь Додон, Да. Взял у Паханата, у главы Паханата эти не деньги. просто взял, а регулярно брал. Регулярно брал. Да, да, и еще и пришел, пожаловался, сказал, что Москва уже денег больше не выделяет. Да, вот возьмите на содержание. Возьмите на- Чем изумило Владимира Георгиевича это предложение закидывания удочек. Его изумило еще количество денег, которое он получал из Москвы ежемесячно на содержание своей партии. Он сказал, получаем $1 миллион. Он сказал, что, типа, ничего себе, а что ж так много-то? Ну как, зарплата, второй, третий, десятый. Кухня дорогая строится. 20, сколько там? 3 тысячи 25 25 тысяч евро задаток. задат. Расписка. Да, который его там какой-то родственник попытался съесть. Это ж цирк. Поганый коррупционный цирк. Ну, в С общем... надутием щек и просиживанием одного места в парламенте. Ну, вот так оно и есть, на самом деле. Ну, в общем, испугался Плохотнюк. Как думаешь, боится новичка на гульфике? Не знаю, нет. И вот я не берусь судить, что у него в голове находится. И этого тоже, может быть, боится и новичка на гульфике. И планы, может, какие-то у него свои. Хрен его знает. Не знаю. Слишком мрачный персонаж. Очень мрачный, да. Ну, в общем, ждем его насильно, как бы принудительно. Должны 17 февраля доставить в суд. Как свидетеля по делу о Кульке. То есть он таки должен предстать перед судом в этом деле и дать свидетельские показания. Как это будет обеспечено, посмотрим. В общем, ждем 17 февраля. А ответы мы все равно знаем. А ответы мы Михаил, знаем, да, конечно, знаем. Да. Еще раз повторюсь, то есть, как бы, да, и люди, которые до сих пор выступали в суде по этому делу, как бы уже дали понять, что, в принципе, это видео, подлинное, это был Кулек, в Кульке были деньги. И даже сказали, сколько было денег в Кульке. 700-750 тысяч евро. Сказал Чеботар, по-моему, да? Чеботарь, да. Бывший министр юстиции. И транспорт, по-моему, тоже. И транспорта. Нет, он был главой ЖД, по-моему, РЖД, если... Ой, не, сори, какой РЖД? Молдавских железных дорог. Сори, извините. Каля Феррата о Молдове. Да. Вот они тебе, вот твое имперство прет. Да нет. Не имперство, да. Давай про другое. Что, в принципе, значит, произошло за то время, что нас не было в эфире? Мы наблюдаем кампанию по манипуляции с платежками. Видел, да? Да, так вот, на первый взгляд, разные люди, но вполне скоординированно вдруг начали выть о кошмарных счетах за газ. Да. И ладно бы кошмарные счета за газ, окей. Платежки фальшивые. Да. В качестве своих кошмарных счетов за газ товарищи публикуют. Да. Значит, онлайн-компания по демонстрации крупных счетов за газ была создана несколькими пропагандистами, известными своими манипуляциями и дезинформацией, особенно в контексте кремлевской пропаганды. И тут, кстати, следует вспомнить то самое видео, где появляется недопосол Озеров с вискарем, сигарой, иконами, каминами и всем остальным, да, и 55 минут вещает. И там же он касается и, значит, газа. Он там рассуждает по поводу того, чем зависимость от дешевого газа отличается от зависимости от дорогого газа. И вот что как бы... Отличается. Да, отличается. Молдавская экономика нерентабельна, потому что высокие цены на энергоносители и так далее и тому подобное. И в тот же день фактически началась вот эта вот кампания. Такое ощущение, что он дал старт этой кампании. Значит, да,
На чем сосредоточилась эта компания? Она сосредоточилась на показе счет-фактур с объемом газа более 400-500 кубометров, что соответствует потреблению в многоэтажных домах, значит, и не соответствует там пользованию в маленьких квартирах. Ну, либо отапливаешь улицу, Либо можно, улицу знаешь, отапливаешь, открыть да. окна и, Либо у тебя да, такие щели в окнах, да, да? да, и да, нажечь 500 Да. кубов. Более того, один пользователь соцсетей, Андрей Юница, использовал счет-фактуру, сгенерированную искусственным интеллектом. Да, с ошибками. С ошибками, Там да. вот не выпускает пример Energy, или кто у нас сейчас Энергоком. Энергоком Да. администрирует эти счета, не выпускает такие фактуры. Нет. А искусственный интеллект не совсем разбирается, какие фактуры он выпускает, и как вообще там на румынском что пишется. Что же пишется, И да. вот это как бы похоже, но вранье. Да. Как оказалось, вранье. И что там самое главное, не соответствует действительности. Ни объем потребления, ни цена, которую, платят за такие, за такую площадь. При том, что, признаемся, январь был холодным. Я был бы холодным, я экономлю, например, свои счета за газ. Я тоже Стараюсь. экономлю. Дома меня нету, на 15 градусов я ставлю термостат. Чтобы не накручивало. По-моему, это логичное решение. Ну, у меня сколько? Сказать? Скажи, сейчас, чтобы все восхитятся и порадуются на тебя. 5000 лей за двухэтажный дом, да, по большому счету. Плюс подтапливаем вечером еще и углем. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, плюс еще там 4 мешка угля. Это Ну, 6000 лей. 180 квадратов. богато живете. Не, ну Михаил. там как бы 2 семьи живут в этом доме, как бы, извините. Всем тепло. И всем тепло, да. Вот видишь, справляешься. Ну Решаешь да. вопрос, да? Вот. Ну, это же не Не без 5, публикации не в 5000 соцсетях, без публикации. Ну, видишь, сколько у тебя озвучил, уголь понимаешь. стоит, Да. и как все ужасно. Ну, уголь стоит в Камрате 210 лей за мешок угля. Ты решаешь вопрос. Взрослый человек. Ну, то есть, как бы, 5000 лей это не за 50, не за квартиру 50 квадратных метров, понимаешь? Ну, такого не может быть. Как Нет. бы, ни на автономном отоплении, ни на центральном отоплении. Потому что это зависит от большого количества факторов. Какой котел ты используешь? Как хорошо утеплен дом? Утеплен ли потолок? Утеплены ли стены? Хорошие ли окна? Ну, то есть, как бы, факторов Еще и много. площадь. Вот если у Еще и тебя... площадь, да. Я помню, господин наш мэр Кишиневский жаловался, что у него... Ну, это несколько лет тому назад было, что вот так дорого отапливать его таунхаус. Там всего вот где-то, не знаю, 200, что ли, у него метров. Ну, ребят, 200 метров, ты же как в здравом уме понимаешь, да, что их потом нужно будет отапливать зимой. Конечно. Может Раз- быть, как-то Как-то... не рассосется январь. Нет. Январь не рассосется, значит, если ты построил себе такой дом или купил себе такой дом, как бы подумай о том, чтобы его каким-то образом утеплить. Потолок Что тебе утеплить. нужно отапливать его Естественно, будет, да, у да. тебя будут расходы такие-то. Да. Это же логично для взрослых людей, на мой взгляд, логично об этом думать. Полностью с тобой согласен. Да. И таки да, зависимость от дорогого газа лучше, чем зависимость от дешевого газа, тем более от «Газпрома». Да, прям скажем. Да, 3 который года мы выкручивает- уже без российского газа живем, и как-то вот, ну, справляешься. да, который привык выкручивать тебе руки в самый неподходящий момент. Да и вообще, ну, хотелось бы дружить с Российской Федерацией, так нет, не получается. Вот, честно говоря, мне уже и не хотелось бы. Уже нет, ну, после того, как 4 года мы наблюдаем вот этот непрекращающийся кошмар. Ну как да, бы, конечно. Сори. Причем отношения, тут важно отметить, да, отношения это были прерваны, и дружба прекращается то есть, по инициативе самой Российской Федерации. То есть, Да, кто крантик перевернул? кто крантик перевернул, кто начал войну, кто продолжает эту агрессивную риторику, кто продолжает постоянно угрожать. Ну, Российская же Федерация, ну как так можно? Ну, если у Кто тебя нам есть выборы вот покупал? Российская Федерация. Это вот как-то для кого-то секрет или что? Нет, конечно. Кто этот бардак устраивает в Гагаузии? Российская Федерация. Кто финансирует вот этих вот горе-политиков? Российская Федерация. Без их накачивания деньгами им не было бы места в политике. Кто накачивает рейтингами этот политический шлак, как Игорь Дадон, извини, уже который год подряд?
Как минимум с 2019 года он должен был уйти в историю, после того, Ну, как появилась конечно, да. видеопульки. Но он еще там сидит себе, что-то позволяет, рассуждать, высказываться по поводу внутренней политики Республики Молдова, внешней политики Республики Молдова. Понимаешь, и голосует же за него, ты понимаешь? Да, без влияния нашего большого северо-восточного соседа, конечно, Этого бы не было. было бы намного проще жить. Согласен. А другую политику, к сожалению, Российская Федерация вести не Не умеет. может. И не хочет, к сожалению. Спасибо, Иван. Спасибо, Михаил. Прилично пару слов убили. Ну и все. С чувством глубокого удовлетворения. Конечно. С чувством глубокого удовлетворения говорим вам, друзья, до свидания. Благодарим вас за то, что были с нами. Не забывайте подписываться на нас. Канал Nonfiction Святченко в YouTube. Канал NocTMD в YouTube. Страничка NocTMD в Facebook. И вы также сможете прослушать этот подкаст в записи на Apple Podcast и Spotify подкаст. До свидания, друзья. Увидимся в понедельник.